озера здесь очень много народу убирается, даже тяжелую технику сегодня сюда прислали. Анатолий Андреевич Жигаса, генеральный директор водоканала. Вот хотел узнать, мне сказали, что вы это делаете чуть ли не каждый год, и не по одному разу. Да, конечно, не по одному разу будет. И 2 июля, в день реки Лена, тоже вот эта же акция будет. Но в отличие от прошлых лет, в этом году что? Мы, значит, бросили так называемые перчатки перед всеми остальными водоканалами Российской Федерации. Значит, сегодня подхватывает, значит, нашу эстафету Улан-Удэнский водоканал, с тем, чтобы вдоль своего водоема, тоже там, где забирают воду, чтобы тоже чистили. Далее эта акция должна передаваться в течение 2 недель уже Иркутскому водоканалу. Значит, с 24 по 26 июня в Москве будет водный конгресс. И там Российская ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения должен озвучить наш брошенный якутский водоканал клич для всех водоканалов. Для чего это делается? Ну, понятно, работники водоканала не только первые, благодаря владельцу получания заработной платы, значит, обеспечиваем свои собственные семьи, поэтому, конечно же, к воде должно быть особое отношение, особое такое чистое отношение. Поэтому вот такую акцию мы постоянно и проводим, и будем проводить. Значит, чтобы мы передали своим детям, своим знакомым, окружающим, что к нашей экологии и в данном случае к нашей воде надо относиться И вот выдумка, я имею в виду колбу, да, с чистой водой, это тоже выдумка водоканала? Да, это наша задумка. Мы как эстафетную палочку будем передавать колбу с нашей сленской водой. А в свою очередь Улан-Удэнский водоканал будет передавать воду со своей реки, там, Синельга или как-то, да. Ну, вот таким образом. Возможно, они будут в колбу давать байкальскую воду. Но в итоге мы думаем, планируем, что к концу года, в декабре, когда будет итоговая сессия Российской ассоциации предприятий водоснабжения и водоотведения, там будут в Москве собраны колбы с водой из разных источников, из разных водоемов, откуда наши водоканалы подают воду, очищают, подают воду в разные населенные пункты. Это вот сколько предполагается водоканалов? Ну, примерно. Ну, я думаю, за год вряд ли много водоканалов будет. Если там по 2, по 3 сразу будут передаваться, конечно, возможно, примет участие много водоканалов. Ну, я так в реалии думаю, что водоканалов 50 примет участие. Огромное спасибо. Мы заканчиваем свой эфир, потому что сейчас такой самых хитрых, прямо грязных вещей, которые здесь нашли. Откопали, кстати. И загрузит его, соответственно, подъезжающий самосвал. И хотелось бы завершить тем, что сейчас еще будет Якутский Алтыс, кормление реки Лена. На отдельно это покажем.